Студия Романа Пестерева представляет. Вы смотрите телеверсию онлайн-журнала «Умный город». С вами Елена Амосова. В рубрике «Персона» известный российский рэпер Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом СТ. 23 сентября 2014 года музыканту СТ или 100 из 100 исполнится 26 лет. Но, несмотря на свои годы, Александр уже успел занять свое почетное место в российской хип-хоп-культуре. За десяток лет творческой карьеры на его счету 3 студийных альбома и около 50 видеоклипов, многие из которых долгое время находятся в эфире таких известных телеканалов, как A1, РУ-ТВ, Music Box, Муз-ТВ и MTV. В 2008 году СТ стал финалистом первого сезона реалити-шоу «Битва за респект». Совместно с Дино МС в течение 2 лет освещал актуальные новости в формате рэп-читки в уникальном проекте Рэп Инфо. За эти годы он сменил 3 лейбла – King Green, Flatline и Invisible Management. Но это только начало его пути. Александр Степанов продолжает двигаться вперед. Вот на данный момент моя главная цель – это добиться успеха в том деле, которым я занимаюсь, которое я начал довольно-таки давно. И все-таки дойти до определенных высот, которые я себе поставил. А началось увлечение хип-хопом у Саши с того момента, когда он услышал треки Тупака и Децла. Мои слезы, моя печаль. А когда ты с ним познакомился в первый раз, какие ощущения были? Ну вот трудно сказать, это уже было, наверное, то время, когда я уже как-то подустоялся в рэпе и как-то, ну... И вроде бы мы вот так же сидели и общались. Я вот все не знал, как человеку сказать, что, в принципе, если бы не то время, то, возможно, меня бы сейчас здесь не было. Но я сказал. Я до сих пор наизусть помню альбом «Кто ты?», песни типа «Принцесса», там, «Мои слезы, моя печаль», там. Напряги каждый мускул, чувствуй! Когда мы делаем это на русском. Есть ли тексты, которые ты написал, но стесняешься записать? Не, вообще нет таких песен. Есть одно видео совместное, но это прям лютая лють, и там реально стыдно. Но мы потому что были очень юны. Да, конечно, ты сейчас так же... Нет. А так всегда для меня было первостепенно то, что я понимал, что я несу ответственность за то, что я говорю. Возможно, есть момент, что я со временем пересмотрел какие-то взгляды, то есть то, что в одной песне я читал по одному, с годами я стал видеть по-другому, но это не заставляет меня стыдиться той песни. Многие вот пишут сейчас про последние твои треки, то, что ты опопсел, что тебя слушать противно. Ты бы что им ответил? Я бы ответил, ну что ж делать, не слушайте. И наплевать на все, мы продолжаем рок-н-ролл, продолжаем притягивать взгляды противоположный пол. Время пришло, мы снова прокачивать танцпол. Твои любимые MC, диджей Кидс, и наплевать на все, мы продолжаем рок-н-ролл. Какие у тебя негативные качества? Вот не знаю, правда. Вот я на этот вопрос слушаю диджей Кидс. В каждом человеке есть что-то, ну как прям такого определенного, чтобы, ну... Я злопамятный. Да, вот, наверное, да. Это происходит непроизвольно, я просто помню, у меня просто хорошая память. А вот какая эмоция у тебя проявляется чаще всего в жизни? Радость. Я очень жизнерадостный человек, я люблю жизнь, люблю то, чем я занимаюсь, поэтому радость. Иногда проявляется вот что еще плохое качество, я завистливый. Недавно поймался на мысли, что иногда завидую людям. И вот иногда у меня появляется эмоция, завидую успеху других людей. Ты шутишь, да? Нет, почему, серьезно? А кому ты завидуешь? Эминему? Ну, Эминему могу позавидовать. Когда выкинула, как рыбу на берег, перед лицом закрылись двери, я на память, не выключаю плей, музыка, вот во что я верю и верю. Когда выкинула, как рыбу на берег, перед лицом закрылись двери, я на память, не выключаю плей, музыка, вот во что я верю. Феникс — это как раз стопроцентный рэп-трек, и он отлично зашел. Сейчас он на MTV был на 5-м месте, обогнав там Linkin Park 20-ки. Понятно, что Linkin Park об этом не знает, и кому-то в Америке это смешно, но я-то знаю, что мы обогнали Linkin Park. Сейчас будет новая песня, совсем скоро, которая, я уверен, понравится и тем, кто считает, что я рокер, и тем, кто считает, что я рэпер. Ты, наверное, там поешь, читаешь. Я, на самом деле, в демозаписи я там и пою, и читаю, и хотел, чтобы и в оригинале я тоже пел.
но тем не менее мы решили, что припев будет петь другой человек. От одного до другого края страны. Слэм, пацаны, всем! О, от одного до другого края страны. Слэм, пацаны, всем! Ты знаешь, деньги, воздух, выкини, выкини! Деньги, воздух, выкини, выкини! Деньги, воздух, выкини! Слэм, пацаны, всем слэм! У Александра Степанова отличная команда, которая поддерживает его во всех начинаниях и работает во благо развития его творчества. Многочисленная армия поклонников разных возрастов и социального положения по всей России. Он настоящий, искренний, честный, позитивный. И, пожалуй, главное, что отличает Сашу от обычного человека, это наличие большой, достойной цели. Она для творца как путеводная звезда. К ней он рвется, не жалея сил, всю свою жизнь. Вообще, когда ты делаешь что-то, вначале пишешь текст, потом записываешь на студии, и потом видишь, как это реализуется на концерте. Это, наверное, да не наверное, это точно ни с чем не сравнимое ощущение. Кайф. Друзья, смотрите «Умный город». Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Вы смотрели первый онлайн-журнал Якутии «Умный город». Читайте нас на iGorod.pro.